Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы сегодня по адресу Корабельная, 40 в гостях у Скринниковых. Здравствуйте. Добрый день. Так, куда гостинцы? Вы не вставайте, мы давайте так поставим сейчас сюда. Да. Очень приятно, что вы нас позвали. Мы к вам давно уже идем. Вот. И благодаря Всевышнему мы до вас дошли. Давайте знакомиться. Меня зовут Салих Хазрат, а вас как? Меня зовут Марина. Марина, по батюшке? Александровна. Марина Александровна, очень приятно. Ну, Марина Александровна, когда мы поняли, что это Корабельная, 40, мы поняли, что все-таки это общежитие, что все-таки это не квартиры, что все-таки это, значит, такой дом, где все общее. Да? Общая кухня, значит, общий коридор и даже туалет с ванной тоже общий. Общее. Да. И когда мы зашли сюда, это уж очень такая маленькая комната. Сколько? Здесь 12 квадратов. Вот, да, 12 квадратов. Но при всем при этом уютно, приятно. Так, это все-таки зависит от хозяюшки. Всегда чувствуется вот это вот, знаете, такая атмосфера, которая царит вот в этой комнате. Итак, мы к вам пришли для того, чтобы узнать, как у вас дела, для того, чтобы послушать вас, а может быть, что-то и самим сказать. Поэтому давайте знакомиться поближе. Как вы передвигаетесь? На костылях. Угу. Так. Ну, куда уж в туалет, так вот на это хожу, а в душ уж дочка провожает. Так, у вас, значит, близкие родственники? У меня мама в деревне живет, но она тоже слепая. Вот, брат с ней живет. Здесь сестренка живет. И вот мы втроем, муж же, дочка и я. Так. У вас муж, он как работает? Он работает, этот автоградерист, МУП, ККБ. То есть здесь? Здесь, да, в городе, да, значит, чистый город, да. Вот. Вы хотите сделать как операцию, да? Или как у меня, получается, этот, ну, лечение уже не операция, лечение. Вот эти лимфы надо пробивать. Ну вот, если сердце, конечно, выдержит, то через сердце лимфы пробивать. Если уж нет, то лечение такое, надо 20 сеансов, это надо в Казани. Там надо жить еще, это где-то вот. Вот такое у меня такое положение. Ну, не сдаюсь я, куда девать, не сдаюсь. Да, очень хорошо. Я все равно вылезу я с этой положения. Вот. Видите как? Вот, понимаете, вот эта сила, вот она здесь, она в вас, понимаете? То, что не хватает многим, некоторым, да, встать просто с постели. А вы передвигаетесь, вы еще как-то встречаетесь с родственниками, вы еще как-то какие-то вот, ну, скажем, по хозяйству какие-то дела делаете. Ну да, я делаю, я кушать варю, я все, и все, ну, и стирку ставлю, ну, только в пакету, может, переношу вещи, но... Нет такого, ну, нету. Есть и смеюсь, есть и плачу, есть и все, и шучу иногда. Ну, все у меня. Вы как, значит, как супруга ждете своего, значит, мужа, да, с его непростой работой в городе, да, то есть мы знаем, сегодня у нас очень много изменений в городе происходит, идут ремонты, идут, значит, особенно с дорогами связаны, там, да, очень много изменений, таких очень красивых, скажем, и очень таких удобных для людей, скажем, да, то есть и в этом участвует ваш супруг, то есть будучи на автогрейдере, он, значит, занимается именно ремонтом дорог тоже, поэтому вы его с улыбкой встречаете дома? Приходит, встречаем. Очень ну, поддерживает, уж помогает иногда, уж как уж. Ну да уж, ну как же. Все равно это. Нет, все так-то нормально все. Ну, я хочу ходить, я хочу, не хочу я заново гонить или что ли, я хочу жить. Я хочу ходить и пойти на работу. Раньше я работала дворником, вот этот дом убирала. А какие-то причины были, что ли, чтобы вот это... Мы с мужем в аварию попали. И у меня с аварии вот спереди как сидела, меня ремень перетянул, и вовремя не обратилась в больницу я.
Ну, ладно, у нас же так же все пройдет, а потом пошли последствия. И начало у меня все опухать, так, полнее. У меня, оказывается, была жидкость под жировой складкой, что, оказывается, уже лимфы закрывались у меня. Везде мы ездили, первый раз в Казань ездили, и к гематологу мы ездили, везде. И уже последний раз вот в Казань опять поехали, и вот нашли адрес вот этот Курашова 20, где только занимаются вот эти лимфы. Вот. То есть... Даже в Дагестан меня предлагали. В Дагестан там вот Альбина с врачом разговаривали, они даже. Это наша Альбина? Да. Блогерка? Да. Ой, она очень... Очень хорошая. Спасибо ей, конечно, огромное, что она не отказала в такой ситуации вообще. Очень молодец она, да. Она с нами, и мы с ней. Вот. Мы все вместе. Даже женщина одна мне написала такое прям какое-то пожелание такое, прям дорогая Мариночка, чтобы я не унывала, чтобы все хорошо было. Вот такое прям это пожелание. То есть такие наши горожане, да, вот. Есть она, да, сказала, что есть люди, которые добрые, помогут, ни в беде не оставят. Ну, действительно, есть хорошие люди, помогают. Конечно, мир не без добрых людей, поэтому... Я очень благодарна даже. Дай Бог, Всевышний дающий, Всевышний обязательно испытывает и обязательно дает выход из ситуации. Да. Он проверяет, на что мы будем делать, да, то есть поэтому-то вот мы-то и заинтересовались, то, что много разных людей в разных, скажем, таких, испытаниях находятся, да, ведь. А вот есть такие люди, которые, несмотря ни на что, они благодарны Всевышнему, они не унывают, они смотрят вперед, идут дальше. Поэтому мы и пришли к вам, чтобы, как у вас дела узнать, во-первых, увидеть ваше настроение, значит, спасибо большое, спасибо. Вот. Ну, давайте немножко поговорим, как у вас начинается день. Утром я рано встаю, как привыкла, как на работу, могу и в 3 встать. Рано встаю, мужа провожаю, муж уходит в 5 часов, он уходит. Ну, я пока сижу, дочку бужу в 6 часов. Это вы все в одной комнате? Да. Да. Дочку бужу, она встает у меня, она вот утром помогает уж прибираться здесь, что вот так потому что я так не смогу с костылями, я ей немножко тут помогаю где. Все, ее провожаю, потом сижу иногда, кушать начинаю готовить что-нибудь вот это. Вот сейчас будем варить, кушать, потом мужа будем встречать, придет. Так, варить не будете? Там пельмешки пришли. Спасибо. Пельмешки только вскипятить надо и все. Ну ладно, спасибо большое. Поэтому, да, и вам, и, значит, мужу пускай будет немножко приятно, сегодня покушайте вот так. Хорошо. Значит, а дочка сколько лет? Дочке 16 лет. Большая дочка уже. Большая, в училище учится на кондитера. Ага. Хорошо. Вот. Опыты какие-то дома, практику она проходит? помогает, она, да, делает, и блинчики Вкусняшки. печет. Это уж я сама люблю просто истряпать. Скажем так, свободное время. Вот это, конечно, такое слово «свободное время», да, для хозяйки, оно немножко даже странное, наверное. Что делаете? Может, свободное время? У меня вот есть еще хобби. Я картину, иногда делаю вот эти, да, у меня даже одна большая картина есть, я ее так не могу доделать. Иногда я вяжу, тоже следки вяжу, один связал, один лежит, когда настроения нету, я далеко прячу. Не хочу видеть, потому что... А так вяжу или что-нибудь делаю. Вот. У меня еще есть картин, просто рамки надо еще покупать. Они уже сделаны, рамки. Вот так как-то этим занимаюсь. А вот сейчас эта нога мне не дает, она дергает меня, я не могу даже сидеть, даже как-то А так этим занимаюсь. Так, ладно, у вас летом, может быть, огород? В деревне у нас, да, огород есть у мамы. Мы только все у мамы. Вот маме 75 лет, мы все там садим. То есть с землей связь есть? Все есть, да, муж там. Мы маму уж не бросаем, она слепая, она у нас ни туда, ни в магазин тоже не может передвигаться. А так семья большая, да, у вас? Раньше была большая, папа умер у меня. Брат тоже умер. Другой брат умер тоже в больнице, он умер. Это ишемическая болезнь сердца. Сейчас другой брат болеет, у него тоже эти клапаны на сердце забиты. Операция тоже должна в Альметьевске быть. Мама слепая. Тут и я еще. И, в общем, у меня одна сестренка
на всю нашу бригаду работает одна. Мгм. Дай Бог ей здоровья, дай Бог здоровья вам. Сейчас вот племянник, сейчас вот у нее сын. Сейчас племянник у нас на той неделе придет с армии. Вот поедем встречать. Вот провожала на ногах, а встречу его на костылях. Ничего страшного, это временно, дай Бог, поэтому все будет хорошо. Ну, люди попадают в разные тяжелые жизненные ситуации, да. Вот вы как-то умудряетесь как-то, да, значит, не унывать, как-то вы идете вперед, вот, да, а кто-то вот, ну, не может найти таких сил. Поэтому, может быть, что-то вы скажете. Дорогие нижнекамцы, я хочу вам пожелать всего самого, чтобы все было хорошо, не унывайте, надо идти вперед. Ну, я вот не унываю, я хочу, я буду ходить, я буду стремиться, я пойду вперед и достигну своей цели, Аминь. встать на ноги. Дай Бог, аминь. И вам тоже также всего желаю, хочу пожелать вам, чтобы вы не унывали.